Коробки, сумки, минимум мебели и окна без занавесок. Новоселье здесь отпразднуют через неделю, как только перевезут все вещи, рассказывает хозяйка. Та комната во двор. Вообще очень тепло. Эти два дома возвели в рамках третьего этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Не обошлось без заминок. Летом на стройке побывал глава Коми. Тот настойчиво посоветовал подрядчику экономить время и следить за объектом изнутри. Здесь выделите одну комнату для штаба, для работы. И здесь постоянно, каждый день должны быть присутствовать люди, уполномоченные в решении этих вопросов. У вас не столько много таких объектов, и нужно принимать оперативные решения. Понимаете, о чем идет речь? Да. Поэтому организуйте эту работу. Каждое утро здесь... Чтобы все эти вопросы решались на месте. Вы не гоняйте людей туда-сюда. Выводы сделаны, строители ускорились. Всего здесь 86 квартир. Даже для людей с ограниченными возможностями сделали специальные планировки. Пока сыктывкарцы обживаются в новых квадратных метрах, подрядчик завершает работы по благоустройству. Здесь благоустройство уже сделано. Стоят детские площадки, газон застелен, асфальт положен здесь. В принципе, все работы закончены. Сыктывкарские власти программу переселения координируют в ручном режиме. Еженедельные планерки, выезд на объекты. В рамках того же третьего этапа программы переселения из 256 человек расселили 223. По поручению главы республики мы ускорили и сделали все возможное для того, чтобы вот именно осенью людей максимально быстро переселить. Нам, конечно, оказал содействие и Росреестр, который в кратчайшие сроки поставили эти квартиры на кадастровый учет. А мы тесно взаимодействовали с МВД, оказывали людям содействие в вопросе выписки и решения, вот этих всех вопросов. То есть, в принципе, организованно, совместно мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее люди получали ключи и могли переехать. Последний, четвертый этап – это 40 аварийных квартир. Часть горожан переедут в эти два дома, большинство же получат жилье уже в готовых новостройках, возведенных не в рамках программы переселения. Впрочем, даже здесь каждую квартиру принимали совместно с общественниками и будущими жильцами. Виктория Палкина, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывкар.